В доме Филевых всегда звучит музыка. В нем живет любовь и пахнет пирогами. В семье Филевых не спорят о жизненных трудностях. Их преодолевают вместе родители и дети. Конечно, им нелегко. Композитор – пока еще недостаточно востребованная профессия. Это работа для настоящих ценителей или будущих поколений. Государство этот труд оценит, но, как всегда, потом, когда-нибудь. А жить нужно сейчас, потому и приходится порой менять уклад жизни и даже выезжать на заработки. Но Филевы при этом не теряют ни творческий настрой, ни преданность друг другу. Поэтому по праву заслужили они уважение и почет среди родных, друзей и земляков. Bugün ne burada duer? Bu güzel küçük stüdyoda ne yaratmalar olur? Burada her gün bir şey duer. Yıllarla. Yıllarla 25 yıl oldu işte sonra. Şimdi tamam biz işlerdik oldu bir 3-4 ay hazırlayız bir türkü bu Luda Tukan'a. Luda isteden yani bir çadır için bir şen türkü. Şenlik. Türkünün adı Vanca Sürümerli çadır paniyeri. Gagoz dilinde var açan Luda isteden yazalım böyle bir türkü. Aklıma geldi benim malum her zaman derdi açan içeride türeti darmadan diye ne burası sansın çadır paniyeri. da o çadır paniyerinde de yapıyoruz şimdi bu türkü yani olsun şen. Sonra sanayım hani Luda yapacaktı bu video klip ona. Bu türkü doğuştan sonra. Öyle bir şey. Nasıl duydu siz onu nasıl anladınız, nasıl onu duydunuz, koydunuz müziği? Лафтан чекая музыка. Впечатляет слова, рождается музыка. Не впечатляет, сложно рождается. Так, закон жизни. С чего все начиналось? Как вы познакомились? Да я уже и не помню. Как Шенуне Гагозлар. Да, точно, да. 1991 год, до того, когда я на «Голос Азии», вот, случайно, там же, я до тех пор не писал народной музыки с кем-то. И получилось так, что жена подсказала, говорит, возьми сам ради, говорит, что ты ищешь? Спрашиваю одно другое, возьми сам ради. И попал за сборник, занято, а там «Ютер кавалар, Шенуне Гагозлар». Вот так вот. И, пожалуйста, она стала еще дипломантом международного конкурса. И вот все, пошла творческая, и не только творческая дружба по жизни. Bucak bereketin ya bak onu büyüdü insanlar şeremet gagavuzlar burada yok kızlar kara göz karanfiller açık canı yürekli bakışları güneşli götür götür kavallar şen oynar gagavuzlar şenlikten taşır düner ne güzel oynar onlar götür götür kavallar şen oynar gagavuzlar şenlikten taşır düner bu oynar gagavuzlar İha! Ne için ben benim işleme ile ilişkin? Да. Ne için ben benim işleme? Ben biz yazayım lafları, bulduğum lafları o müziği yazarken lafları değiştirme. Gezme poeziyede. Anlıyorsun? Başka kompozitörlerle işledim, sen verirsin teksti açan çıkıyor türkü yapmış, o bulmuş bir müziği da ona göre yazmış. Под себя подстраивать. Да. Ну почему? Burada biz buluyoruz lafları ilkten. Консенсус. Насчет konsensusa burada kime ki tütün tütüye. Да. Çaçan biz başlayız problemi. Çıkıyor o başlıyor sigara içmeye. Ben de bir şey bulayım kendime. Ya diyelim söyle ben gittim. De bulayız lafı ben telefondan tak diyeyim ilerleyici durguttum maşına ya yaz diyor bu varyantı. Yaz diyor bu varyantı. Ama açan yazardık türküyü de bu şimdi hani Luda hazırlayan yeni yıl için. Есть много разных песен у Гагоза, да, но что-то я не помню, что у нас была песня про Новый год. Вот мы взяли и сделали песню про Новый год. Люда даже не знала. Не знала даже, да. За первый припев вот здесь родился, прямо там. Я стоял, он сидя здесь, что-то начеркали,
Я поехал в Кишинев. И по пути я ему набираю, там, Не доехал до Кишинева. Так, я остановился где-то на восьмерке, где-то. Да. Так, а ну прослушай. Вот, к примеру, у тебя есть, говорит, наметки? Говорю, как будет дальше текст, я сделаю сразу наметки. А ну вот такой текст, говорю, чудесно. Так, стоп, я перезвоню через 5 минут тебе. Ты на правильном пути. Вот так. Все, и отсюда до Кишинева я уже нашел текст. И получилась очень нежная песня. Кстати, можно ее исполнять и в дуэте. У нас вообще мы видим его как Люда с дочкой Кариной. Ну да. Будет исполнять, ну, можно и самостоятельно. Но будет звучать, может, как Илья Ильич говорит, по раз в году, но на Новый год. Зачем вообще Из нее, конечно. Laflar yanındaymış. А я не знаю. Ладно. Sen bilirsin ne zordu. Lazımdı bulma ben lafları hani Uyeva Gaguzlara. Biz savaştık bulma öyle hani olsun Gaguzça laflar. Gaguzlar anlasın ne ben isteyeyim söyleme. На 6/8. Yavaşladı. Yaklaş. Yavaşladı. Öyle duydu türkü. Son Сейчас придет время о ней говорить. da çağırdık Öyle ya bu ilerleyici Luda'yı gösterdi. Luda beğendi. Bileyman hazırla gittik. Koydu falan işte bak doğru mu çalayım diye çalayasınca duyuyorsun işte sonra. Ben Да, там так и надо. biz verdik sana tekstleri. Şu tübelet. Duya böyle türküler. Başka türkünce. Tandem. Siz yazınız çok türküler sadece. Ivanov, Andrei, Иванову, потом Мария это самое, Кыса, Мария, да. Олеся Тукан. Олеся Тукан, Олеся Барладян, многим писали. Я уже не Ama помню. hepsine de yazdık bilesince bilerek onların kuvvetini anlarsın diyeceğiz. O ağlaması da yüksek notu ve biz ona yazmayız yüksek öyle ya da. Siz bilirsiniz kim üretti bunu beni? Yoğun Barış Bas vardı. O üretti hani. O ilkin geldi bana dedi hani bana dini yaz. Dedi kimse değil mi? Ondan sonra biz cabisi kendisi bakıyor türkücü ne kuvveti var, ne kolalığı var ona göre yapıyor melodiyi. Ya da gitar aranжировка da öyle yapıyor. Öyle mi yani? Ну да, что касается, скажем, вот и Делеша Ютерка Валар, когда я писал под Георгия Ивановича Дола, когда вот он со мной, мы с ним вместе ездили на голос связи, я ее специально под него писал. А потом уже, так сказать, ее на вооружение взял Андрей Иванов, а потом уже Люда такая. Да почему? Она в поколениях живет. Ну и слава Богу. Если она живет, значит народу нравится. Жизнь песням дает народ. То есть продолжает. Жизнь даем мы. Ya söyle, А народ продолжает. а скажи про этот Чанджиза. Я должен... Олеся Баладян проводила конкурс Güneş Чанджизы. И мы написали, yazdık гимн этого фестиваля. Da yazdık sesleyeriz. Ben koydum internete ama bilmiyorum sevdiğim. Dün ile Eylül bana telefon açtı. Братан, да ты знаешь, что мы с тобой создали шедевр? О чем мы говорим? Я же не понимаю, о чем он говорит. Ya nasıl oldu? Söyle nasıl gene sen çıkardın da. O diye şimdi sesleyelim. Güneş Çancızı da. Güneş Çancızı diye davet ettim. Aleyhisselam'dan verine radyoda başlasınlar gösteriler. Я даже вчера с ней говорил, договорился, чтобы дать на радио, и чтобы она начала ротацию по радио. Сейчас, одну секунду, где-то там, она где-то вот здесь. Умиляет тоже детские голоса, вот это умиляет. Biz şimdi bulunuşuz İlya İliş'teydi. Ama ben isteyeyim söylemeni bakın kapak kulaklarını. Diapazon, uşaklara, gim, patriotika, sevda. Hepsi başka janrlar, başka kolaylık, başka müzika da beceri. Anlıyorsun? Ben sayayım hani büyük kompozitör. Hem de lazım bizim Gagozlar yöneticileri sayesinde onu. Ben teşin kamera söyleyeyim hani danışayım Gagozya yöneticilere. Sıra geldi Илья Ильич'e vermeye. Хотя бы народный артист Молдовы или заслуженный артист Молдовы.
Usna yazdı. Biz yazdık. Belki 30-40 türkü o yazdı. Değil sadece benim laflarına. С Федором Ивановичем Бариновым работал, когда-то с Мойси немножко работал. Вот, Чеботаря что-то я писал лет 20 назад еще. Ну, в общем, работал, но в основном с ним. Как-то тандем состоялся. Вот, если так можно сказать, да. Состоялся и очень хорошо понимаем друг друга просто. Açan dediler hani çadır yazma. Çadır türküsünü. İstediler, o da vardı Gagavuz festivali. Biz oturduk, ilk lafı bulduk da bu stresin hakkında sen çadır ve filan çalar kaldı. Zalda bulduk bu lafı, melodi o da durdu da son çaldı o türküyü. Сейчас стал гимном Чадыргуна. Andrei Ivanoy'la Maria Kısan çaldılar. Yaşar Halkım yazardık. Kim çaldı? Gene Maria Kısan da Andrei Ivanov. Maria Kısa dedi. Filanç diye bir lafı söylemeyin. Vancı mı değiştiresin o lafı? Benim maçına Osmanlı'dan Nisan premieriydi o. 150-160 giderdim onunla. Bindim gittim komradın öbür başına gelince buldum o lafı. Koyduk diye şimdi onlar çalıyor. Gök oluşu dedemiz Balkanları kaplamış Düşmanları yensemiş Burada devlet kurmuş Yeniden bana dertler Kederlesin Kasım var Canavar bize bakar Dedemizden kalmış bunlar Yaşa, yaşa Yaşa benim kalbim Yaşa, yaşa Yaşa benim kalbim Yaşa, yaşa Gagavuz yandı. Bizim kuvvetimiz ben sayayım onda. Ben ateş. Ben gideyim hızlı geleyim bana hepsi de ne geldi sansın kor alma hızlı. İlerleyici yavaş. Anlıyorsun? Onun için biz birbirimizi denkleştiririz. Olaydaki ikimiz daha... Все продумать, все расставить. Для любого творческого человека очень важен тыл. Человек, который рядом, который не просто понимает специфику этой деятельности, но помогает автору раскрыться, создает необходимые условия для работы, заботится о жизненных благах и, можно даже сказать, прикрывает собой. Илье Филеву Бог подарил такую спутницу, прекрасную Елену, прекрасную душевным своим теплом, умением поддержать в любую минуту и окружить талантливого человека необходимым вниманием, чтобы ему было уютно, легко и радостно работать. Илья и Елена Филевы вместе 36 лет, оба музыкально одаренные личности и просто замечательные люди. Прежде всего, в основе наших взаимоотношений это дружба и уважение. Это самое главное. Какие бы ни возникали споры, какие бы ни возникали там какие-то, может быть, острые такие моменты, все сглаживается и все сходит на нет. У нас семья, творческая музыка звучит постоянно. Жена, спасибо за терпение. Спасибо за вовремя, за то, что вовремя умеет вмешаться и скорректировать, скажем так. Ну, никогда в жизни еще не было хуже, а всегда было только лучше. На самом деле, допустим, даже определенная мысль, скажем, где-то так, она сидит, уже мучается. А что ты мучаешься? Говорит, ты знаешь, говорит, мне кажется, вот эта фразочка, да, она где-то напоминает, вот ты писал лет 5-6 назад, да, она чем-то напоминает, ты говоришь, о, точно. А ведь не упомнишь всего, правильно? И быстро, молодец, спасибо, вовремя, переправляем. Конечно, в семье рождаются разные вот эти музыкальные мысли, и приходится выслушивать иногда сквозь сон будет меня и спрашивают, этот аккорд лучше или другой аккорд лучше. И надо быстро отвечать. Вместе мы 36, по-моему. 36 лет. Столько не живут, да? Живут еще больше, и мы проживем дольше. И поэтому, наверное, Господь Бог сам распорядился так, чтобы Илье Ильичу досталась жена, которая разбирается в музыке, терпеливая и выносит все трудности и все невзгоды, потому что в одной комнате, как вы понимаете, здесь и студия у нас, и столовая, и спальня, и гостиная, все вместе. Но мы уже приспособились, привыкли, принимаем это как
должное. В этой небольшой квартире у вас рождается творчество, рождаются новые идеи, рождаются у вас... И дети здесь рождались тоже. Вы вырастили двоих сыновей. Да. Вот как ребята, под какую музыку выросли? Ну, начиналось изначально все, в принципе, первая песня, которая отложилась у меня в голове, это известная семье Кавалар. И вторая, то, что у меня в голове отложилось с самого раннего детства, это Нани. Папа писал колыбельную. Он написал, да, насколько я знаю историю, я расскажу уже, предысторию этой песни. Я был маленький, папа наблюдал, как мне прохладно было, холодно. Раскрывался, да. Была тогда зима. Мне так жалко его стало. Да. Зима была тогда, прохладное время года, и папа написал песню. Уже спустя несколько лет, когда я уже начал, так сказать, понимать, в чем дело, и куда я попал, в какую семью я попал. И тогда уже... И с каждым месяцем, с каждым годом все больше и больше папино творчество, так сказать, развивается. И я уже давно хочу, чтобы папа наконец-таки свой концерт сделал, чтобы все исполнили его песни. Я давно этого хочу и хотел, чтобы как бы так получилось и ко дню его рождения. Ну, папа пришел в августе. Но, по-моему, этого все хотят, кроме самого папы. Достаточное количество песен, достаточное количество исполнителей. В принципе, если хорошо так постараться, то можно все организовать. Про себя подумал, сделать избранное, не все подряд, а выборочно. Я так подумал, где-то часа 3 концерт будет без перерыва. Дело в том, что здесь тоже есть свои нюансы, потому что и технические средства нужны, и студия нужна. Вот наша мечта, конечно, чтобы была своя студия в Гагаузии, пусть там меценаты, пусть правительство, пусть, конечно, культуре сейчас мало уделяется внимания, но все равно это остается на века, я так считаю. Вот смотрите, сколько лет прошло, когда была написана первая песня Это фонд. «Кавалар». Она и сейчас популярна. И даже она настолько вошла в народ, что ее считают народной песней. И другие песни мы слушаем, они такого жанра, что они не стареющие. И новые поколения, мы думали, ну ладно, это как-то песни нашего возраста. Но они не становятся ретро, потому что они всегда актуальны и всегда исполняемые и по радио, и молодежь поет. И сейчас даже вот уже наши ученики колледжа обращаются к Илье Ильичу с просьбой разрешить исполнять его песни. Но они знают сейчас, видите, это дети нового поколения, они знают, что нужно с разрешения автора. И эти песни живут уже, вот, новое поколение музыкантов. Они уже настолько по почерку узнают песни Занет Филев, что у нас как-то не принято в эфире объявлять и на концертах объявлять авторов песен. А люди уже сами узнают и потом звонят и говорят, слышал твою новую песню. Да, да. А вот такой колорит момент народный, примечательный. Кулев, Миша, как-то рассказывал, что-то, по-моему, осенью, где-то перед Новым годом, что-то было в Одессе. Там Было, было. слет всех гагозов, что такое, да. И там, значит, заключительная песня была, ну как часто, я Шаблю Михалков. И что самое интересное, говорит, Миша говорит, мне стало интересно, говорит, там даже масса гагаузов. А ребята говорят, ты вообще в курсе, говорит, кто написал эту песню? Говорит, она же народная. Говорит, какая она народная? Говорит, слова Занета, музыка Филева. Все считают, что она народная. Ну это вот ваша излишняя скромность, наверное... Скромность, но самый кратчайший путь. Информации тоже должны работать. Скромность, самый кратчайший путь, кто сказал, да, неизвестность. У нас все-таки в нашей Гагаузии существуют люди, которые не спонсоры, а меценаты. Именно меценаты в самом сокровенном вот изначальном значении этого слова. Могу даже сказать, вот Казимбеч Сибов, Василий Афанасьевич Колтук, вот, Капсамон Женя. Люди, которые, так сказать, невзирая ни на что, сделали широчайший жест и подарили мне шикарнейший синтезатор, от которого вы слушали, снимали, это люди подарили мне. Вот. И я думаю, что они, собственно, могу расценить так, это не столько подарок мне, сколько, наверное, всей Гагаузии. Потому что благодаря этому инструменту рождаются новые проекты, новые идеи и, в общем, то, о чем мы говорили с вами сегодня. И за год уже написано очень много новых песен. Вот сейчас такое время, в основном популярной становится коммерческая музыка. Но я хочу сказать, что вот в их творчестве очень много патриотических песен. И рождаются они, причем очень искренне, от души. Потому что у Федора Ивановича вот очень хороший слог, патриотический такой. И
равнодушным не может оставить никакого слушателя. И поэтому невольно тут рождаются и разные идеи, разные мысли, и разные музыкальные фразы, которые потом перерождаются в прекрасные песни. Елена Ивановна, сколько раз я сказал, Леночка, братан, все, последний текст, я больше не буду. Да. Я больше не могу быктым язами патриотка, каждый раз надо что-то писать новое, не повторяться. Да. И все равно потом возникает какая-то идея. Я последний звонок вчера. Вчера это было? Или позавчера? Звонит. Так, ты знаешь, мы были на день рождения, звонит Леонид, мы были на день рождения брата. Я пришел домой, утром встал в 5 часов, и вот я нашел... жены брата. И нашел мелодию к нашей очередной песне. А он мне рассказывает, я не могу понять, о чем речь идет. А потом, когда уже начал напевать, все патриотическое, вот так вот. Поэтому для того, чтобы писать патриотические песни, надо искренне любить свой народ и свою родину и свои земли. А не на словах кричать, что ты патриот, и только работать за деньги, и эти деньги, если никто не платит, значит, они никто не пишет. А надо всегда чувствовать, помнить, откуда корни. Это должно быть в крови, значит, у нас это есть, у всех. Елена, как вам удается вот в таком творческом тандеме быть рядом и еще корректировать, редактировать, прислушиваться ли, и вообще, каково вам? Они вот люди творческие. Я так вот со стороны наблюдаю за их взаимоотношениями, за их дружбой. Они шаловливые мальчишки в душе, несмотря на их возраст, на седину, облысевшие головы, но все равно они шалят, они шутят, они смеются. И даже вот это обращение друг к другу братан, это так укоренилось, что они даже не обращают внимания на это. Я иной раз задумываюсь, думаю, ну может быть сейчас это уже не соответствует духу времени, как-то ценности изменились. И всегда прихожу к выводу, что и молодежь эти песни поет, и они нравятся слушателям. Когда еще в школе учились, все, у кого папа был милиционер, у кого кем занимался, меня спрашивали, ты кем хочешь стать? Я говорил, я хочу стать музыкантом. В итоге было мне лет 9, уже пошел в музыкальную школу, но до такой степени мне это все надоело и не доучился я. Ну, 5 лет отучился, конечно, было интересное времяпровождение, можно так сказать. И, в принципе, завязал с этой деятельностью, но чуть подрос уже, да, было у меня пристрастие, так сказать, к ночным клубам, там, как диджей работать, всегда приходил когда на дискотеку, мне было лет 14-15, я наблюдал со стороны, и подходил и узнавал, что-то научили как-то. Мне говорили со временем, тут вот 16 лет мне исполнилось, пригласили меня все-таки туда попробовать. Быстро, так сказать, освоил весь этот курс молодого бойца, и вот на протяжении уже 6 лет я работаю здесь у нас. Как бы являюсь как резидент, получается, клуба, но также еще и по выездные, допустим, кафе, корпоративы разные, там, по другим городам, допустим, ездим. Тирасполь, Кишинев были, конечно. Также в Камрате здесь разные вечеринки, допустим, устраиваем. И вполне все хорошо проходит. В детстве я запомнил папину песню «Нани». Папу хватало, как папу, как отца для тебя, для сына? Я думаю, хватало, потому что у нас как бы все... Хорошо, что студия папа писал все дома. Если бы папа писал в другом месте, я так думаю, не хватало бы. А так мы все вместе, так сказать, под одной крышей. Вот. Я тоже так, соседи еще говорили, о, папин хвостик, потому что куда я, он за мной. Да. Сюда И я не считаю, так, что большое преимущество, то, что все-таки песни писались дома, а не в каком-то другом месте. И вот в этом, наверное, плюс. Я бы хотел пожелать папе дальше, чтобы все не прекращалось, а только продвижение было дальше, чтобы наконец-таки его все-таки цели реализовались насчет студии, потому что он давно уже об этом говорит, и немало, и... Это не цель, это необходимость. Необходимость, да. И я знаю точно так же, что касается студии «Зять», это не только его и Федора Ивановича желание, это также и другие музыканты, я знаю, Скилсовые люди ребята, это конечный продукт, понимаете? Те, кто в ДК, да. Завершенный конечный продукт. А без этого все как полуфабрикат. Полуфабрикат, все. У нас очень хорошая семья, мы гордимся своими детьми. Пусть они не музыканты, но они очень личностные, качества хорошие, характер, уважение к родителям, к бабушкам, к родственникам.
Мы воспитали достойных Они просто детей. порядочные люди. И Да. спасибо за то, что они порядочные. Спасибо, что они с пониманием всегда к нам относятся и всегда помогают. Benim pek az dostum var. Pek az dostum. Kimilerini ben kaybettim. Onun için hani belki ben pek kızgındım. Kimileri beni sattılar. Ama ben dua edeyim Allah'a. Hani bende var böyle dostlarım Filip var. Aile Elena Ivanna, İlya İliç, İlyusha, küçük İlyusha. Allah'tan bana yollanmış bu aile, dostlarım. Zira ben buraya geldiğimden dinleneyim. Değil hani biz işlerken dinleniyoruz. İkinci ben buraya geldiğimden bu evin energetikasını duyuyorum. Energetikası öyle sıcak ki yokunca sıcak energetika yapsın kötü insanlar. Anladınız? Onlar yanıyor, onlar insanlar açık canlı. Ne kadar gelsen belki yok hiçbir şekilde böyle hani ansızdan geldin ama hep buluyor parça ekmek, parça tuz, çay karşılıyor ve güler yüzlü. Onun için sağlık size hepsinize uzun ömür. Allah sizin ta birlikte çok işleyelim. Allah versin. Sağlık Allah versin. Илья Филев – редкое явление в жизни Гагаузии. Он обладает большим талантом, креативным мышлением и необыкновенной самоотдачей. Он беспредельно скромен. Все, что он сделал, является жемчужиной гагаузской культуры. Его песни и музыка звучат повсюду. К нему с почтением относится весь музыкальный бомонд, но себя он к ним не относит. Живет в своем собственном мире, без высоких гонораров и громких званий. Много ежедневно работает, чаще в стол, потому как профессиональные произведения сегодня обществом мало востребованы, а Филев халтурить не умеет. В его сердце звучит чистая мелодия, без примеси и фальши. Без этой примеси и вся его жизнь. Илья Филев не гоняется за славой. Ему не нужны дорогие машины, дачи. Мечта его и всей семьи Филевых – это студия звукозаписи, где маэстро мог бы записывать и дарить миру чарующие звуки, которыми заполнена вся его романтическая натура. Это трудно выполнимо для Ильи Филева, но это легко для государства, для органов власти, поэтому мы надеемся, что в повестке дня их жизни наступит день таланта. Побывав в гостях у самобытного гагаузского композитора, музыканта Ильи Филева, наша съемочная группа еще раз удостоверилась в его редком даровании. Илья Ильич дышит музыкой, думает звуками и даже будто говорит номно. Говорит, как пишет, о том, что накопилось в душе его. И это накопление по-филевски звучит музыкально. Мы желаем маэстро воли и мужества, чтобы сохранить и свою душу, и свою музыку в такой же чистоте и обаянии. Мы уверены, что все, что он написал, не останется в столе, а зазвучит на сцене, и его мечта пусть исполнится.